Мать и отец сказали мне, что для них было бы предпочтительней, если бы я убил себя, чем покинул свидетелей Иеговы. Почти год я избегала старейшин. Это становилось все тягостней. Они пересылали мне сообщения и писали на электронную почту, они звонили мне. Ради того, чтобы увидеться со мной, они являлись ко мне на работу. Лишение общения можно сравнить с тем, когда твою семью и друзей помещают в автобус и затем сбрасывают этот автобус в пропасть. Речь о вере, служении Богу, жизни по воле Божией, а не о том, чтобы быть членом какой-то организации. Избегать – это значит, что когда свидетель Иеговы уходит или исключается из организации, с данным лицом действующие свидетели больше не могут иметь ничего общего. И не имеет значения, это ваш собственный сын или дочь, ваша мать или родные брат с сестрой. Вы не можете даже поздороваться с таким лицом при встрече на улице. Я родился в семье свидетелей в городе Раваниеме в начале 1980-х годов. Наша семья исповедовала веру, посещая собрания и каждый месяц проповедуя от двери к двери. Мои родители развелись, когда мне было 4 года, и я остался со своим отцом, который не являлся свидетелем. До средней школы я жила обычной жизнью, справляла Рождество и дни рождения. Но каждый раз, когда я приезжала к матери, она брала меня на их собрания, читала мне Библию и другие публикации, предназначенные для детей. После средней школы я переехала жить к матери. Я была подавлена и нуждалась в каком-то признании, поэтому я крестилась, чтобы стать частью группы. Kaipaa semmoista tietynlaista hyväksyntää, niin sitten meni kasteelle, että kuuluisit johonkin joukkoon. Mä olen kasvanut perheessä, jossa äiti oli Jehovan todistaja ja 13-vuotiaana otin Jehovan todistajien Моя мать являлась свидетелем Иеговы. Я крестился, когда мне было 13 лет, а год назад меня исключили из этой религии. В детстве у меня не было никаких увлечений. В свое время я проводил на встречах собрания. Тогда они проходили у нас 3 раза в неделю. И, конечно же, мы находились в полевом служении. В свободное время мы изучали Сторожевую башню и Библию. Vapaa-ajalla tapahtuvaa vartiotornin tutkimista ja raamatun lukemista. С раннего детства я занималась танцами. Я старалась продолжать это занятие, но стоило мне сказать кому-то о своем хобби, как я видела на их лицах неодобрение. Они хотели, чтобы я проповедовала от двери к двери или просто проводила время с другими свидетелями. Поэтому я бросила танцы. Näkisi niin kuin Jehovan todistajien ystäviä mieluummin ja sitten jotain tuommoista. Niin se jäi sitten loppujen lopuksi pois. Sitten mä rupesin seurustelemaan ja мы начали встречаться, но это было крайне сложно. Мы не могли проводить время наедине друг с другом, и на нас оказывалось давление, чтобы мы поженились. Мы поженились через 1,5 года, но на самом деле я не знала этого человека. Мы были женаты 3 года. Это было нелегко, мы были слишком разными. 3 vuotta me oltiin naimisissa ja se oli tosi vaikeaa elämistä sit sen ihmisen kanssa, että me oltiin kuitenkin tosi erilaisia, että eikä sovittu sit yhtään yhteen. В старших классах я проходил обязательный курс философии. Это заставило меня задуматься о многих вещах, и я начал сомневаться в истине. Я осознал, что в этом мире может быть много истин. Siitä sitten heräsi tämä mun epäilys Jehovan todistajien totuutta kohtaan, kun huomasin, että vastaavia totuuksia on maailmassa vaikka kuinka monta. Когда свидетели Иеговы давали мне житейский совет, то он сводился в основном к тому, что не надо работать и учиться, а нужно выбирать теократическую карьеру.
Не надо вкладывать в этот мир, ведь он будет уничтожен. И единственная надежда – это Божья организация. Это звучало так, будто за меня уже написали весь сценарий. Но я хотел написать свой собственный сценарий. Se oli tavallaan sellainen valmiiksi tallattu polku, ja mä en halunnut valita sitä. Страстное накопление богатства похоже на строительство карточного домика. Чем выше становится домик, тем больше времени и сил вы должны затратить для сохранения его устойчивости. Это может привести к чрезмерным развлечениям, злоупотреблению спиртным и употреблению наркотиков, аморальному поведению. Это может привести к недостатку самоуважения, проблемам в отношениях, болезням и эмоциональному истощению. Aika monesti sen viimeisen vuoden aikana harkitsin vakavasti tappavani itseni. В течение последнего года в качестве свидетеля Иеговы я несколько раз серьезно задумывался о самоубийстве. Мы сохраняли отделенность от мира. Я был очень наивен по этому поводу. Мне говорили, что все мирские люди, то есть не свидетели Иеговы, являются очень плохими людьми и заслуживают уничтожения в Армагеддоне. И только свидетелям Иеговы будет дарована вечная жизнь в раю. Я пытался молиться Иегове, чтобы он позволил мне вновь поверить в него с тем, чтобы мне не пришлось делать выбор. Я знал, что если уйду от свидетелей Иеговы, я потеряю всех родственников, включая ближайших членов семьи. Että jos mä eroan Jehovan todistajista, niin todennäköisesti menetän silloin kaikki sukulaiseni, perheenjäseneni. Вейка Лейнанин, финский сотрудник пресс-службы свидетелей Иеговы. Sehän on se pääasia. Eli että joku Это все касается веры, желание верить в Иегову, служить Ему, жить согласно Его воле. Это касается веры. Если вы теряете свою веру, нужно делать не что иное, как укреплять ее. Me tultiin joka juhannus tänne siihen isoon piirikonventtiin. Ympäri Pohjois-Suomea kokoonnuttiin tänne, eli täällä oli silloin, olisiko 4-6 tuhanteen henkiä ollut vuosittain. Когда я еще был свидетелем Иеговы, каждый раз в середине лета я приходил сюда на большой областной конгресс. Здесь собирались люди со всей Северной Финляндии. Нас было от 4 до 6 тысяч человек. Когда я участвовал в конгрессах, все казалось мне таким естественным. Но сейчас, наблюдая за конгрессом 10 лет спустя, мое представление о нем изменилось. Тысячи людей делают одно и то же одновременно. Выступающий говорит: «Посмотрите программу Конгресса». Начинается жуткий шелест. Каждый хватает программку и начинает вглядываться в нее. Это выглядит так нелепо. Jokainen kaivaa sen lapun siihen eteen ja alkaa katsoa sitä. Se jotenkin tuli semmoinen absurdi olotila siinä. Eli olin itse aikoinaan 10 vuotta seurakunnan vanhimpana. Ja tuohon aikaan sisältyi se, että aika ajoin myöskin itse joutui niihin rooleihin, että oli mukana oikeuskomiteassa
Я являлся старейшиной собрания в течение 10 лет. На протяжении этого времени я иногда участвовал в правовых комитетах. Каждое собрание имеет совет старейшин. Он состоит из 5-7 старших мужчин в зависимости от собрания. В случае прегрешения старейшины организуют правовой комитет. У них есть обязанности и полномочия при необходимости лишить человека общения. Но это называется любящей мерой с целью помочь. Tarvittaessa vaikka erottaa tuo henkilö seurakunnasta, mutta sitä kutsutaan rakkaudelliseksi auttamiseksi. Mä teen pelkästään maistratin kautta eroamisen, että nehän yritti sitä Я перестала быть свидетелем Иеговы благодаря ЗАГСу. Старейшины попросили меня присутствовать на слушании правового комитета. Я избегала их в течение года, как только они начали посылать мне сообщения, когда и где встретиться. В первый раз я просто не явилась. Они назначили мне другую встречу. Я решила не идти. Я не нуждалась в беседе о моих личных делах с 3 посторонними людьми. Для меня отвратительна сама мысль о том, что 3 взрослых мужчин и молодая девушка обсуждают ее личные дела. Я на такое не пойду. Члены правовых комитетов – дилетанты. Они не научены рассматривать разнообразные судебные вопросы. Мы предлагаем довольно обширное обучение. Мы проводим встречи для старейшин. Каждые пару лет у нас проходит обучение, где старейшин учат применять библейские принципы для помощи в разрешении проблем человеческих взаимоотношений. Сегодня люди имеют немало проблем со здоровьем и, к сожалению, немало проблем с психическим здоровьем, как в Финляндии, так и за рубежом. Старейшин обучают, как применять библейские принципы, чтобы помогать людям с подобного своего рода проблемами. Самая распространенная причина для создания правового комитета – добрачный секс. Расследование может быть очень тщательным. Старейшины могли задавать такие вопросы, как «Трогали ли вы друг друга?», «В каких местах вы касались друг друга?», «Как долго вы трогали друг друга?». Правовой комитет не является обычным судом. Это, как я сказал, группа старейшин, пытающихся помочь, пытающихся исправить. Mä olin ehkä vähän turhankin avoimesti joissain tilanteissa niin arvostellut tätä Jehovan todistajuutta niin elämäntapana kuin sitten tätä itse oppiakin. Siinä sitten 5 vuoden aikana useamman kerrankin niin vanhimmat tuli mun kotiin ja sitten kyseli kaikkea muuta, että haluatko varmasti jatkaa nyt Jehovan todistajana, oletko nyt hengellisesti ihan oikealla urilla ja tämmöistä. Jossain vaiheessa mä kyllästyin kokonaan siihen hommaan sit siellä mun Я открыто критиковал нормы и образ жизни свидетелей Иеговы, равно как и истину. Старейшины приходили ко мне домой несколько раз в течение 6 месяцев. Они спрашивали меня, желаю ли я все еще оставаться свидетелем Иеговы. Меня все это очень раздражает. Я переехал в Вантаа с другим свидетелем и поменял собрание. Я долго не посещал новые собрания. Через несколько недель они прислали папку, полную информации о моих неправильных взглядах и настрое. Затем в один из дней раздался звонок в дверь. Один из старейшин моего нового собрания вызвал меня на слушание правового комитета. Я забыл прийти на слушание. Через полчаса они были у моей двери. Мы проговорили 10-15 минут. Затем они собрали свои портфели и ушли. Через 5 минут они вернулись сказать, что я лишен общения и отлучен от свидетелей Иеговы. Olin unohtanut sen ajan, milloin se oli. Mutta ne tuli kyllä sitten noin 0,5 tunnin päästä siitä, kun sen olisi pitänyt olla, niin mun kotiovelle sitten. Ja no, ei ne siinä kauan sitten jäänyt mua kuuntelemaan siinä. Varmaan juteltiin semmoinen 10, korkeintaan 15 minuuttia ja sitten ne pakkas salkkunsa siitä ja lähti. Ja sitten 5 minuutin kuluttua tuli se puheenjohtaja sitten uudestaan oven taakse ja sanoi, että sinut on erotettu Jehovan todistajista. No meillä on siinä raamatullinen ohje. Se on ihan raamatullinen menettely, tämä erottaminen. Ja erottamisen tarkoitus on niin kuin auttaa tätä Лишение erotettua общения henkilöä
является библейской процедурой. Цель лишения общения – помочь человеку прийти в себя и вернуться. Это также защищает собрание от небиблейского влияния, лишенного общения человека. Лишение общения основано на 1 Коринфянам, главе 5. В своем письме я писал вам, чтобы вы больше не общались с блудниками, но не вообще с блудниками этого мира, или с жадными, или с вымогателями, или с идолопоклонниками. Иначе вам пришлось бы выйти из мира. Но теперь я пишу вам, чтобы вы больше не общались ни с кем, кто, называя себя братом, является блудником, или жадным, или идолопоклонником, или злословящим других, или пьяницей, или вымогателем, и даже не ели с таким человеком. Мне ли судить внешних? Не внутренних ли вы судите, тогда как внешних судит Бог? Удалите от себя злого. Ja sitten sinä iltana itse asiassa, kun sen kotona oli ilmoittanut, että en enää halua olla Jehovan todistaja, niin в тот же вечер я сказал моей семье, что не хочу больше являться свидетелями Иеговы. Мы попрощались с младшей сестрой, зная, что не сможем больше поддерживать отношения. Я не видел своего отца и родных 13 лет, кроме как мельком на улице. En ole tosiaan nähnyt isäni tai sisaruksiani juuri ollenkaan, muuta kuin ihan vilaukselta jossain kaupungilla. Kun mä erosin sieltä, niin mä laitoin viestiä mun pikkusiskolle, että onko mä edelleen kutsuttu niin kuin valmistujaisiin. Niin mun pikkusisko laittoi, että en ole tervetullut, että nähdään kun palaan takaisin. Sisaruksia mulla on tosi kova ikävä. Когда я вышла из свидетелей Иеговы, я послала моей младшей сестренке сообщение с вопросом, по-прежнему ли я приглашена на ее выпускной вечер. Она ответила, что не будет этому рада, и увидит меня вновь, только если я вернусь к свидетелям Иеговы. Я очень тоскую по моим родным, особенно по младшей сестренке, ведь мы были так близки. Из-за этого мне хочется плакать. Я по-прежнему хочу увидеться с младшей сестренкой. Ей сейчас 19 лет, и я очень хочу, чтобы она задумалась. No tuli se nyt aika puun takaa silleen, kun mä olin kuitenkin suunnitellut, että mä niin kuin livun silleen niin kuin hirveän niin kuin hallitusti ja hitaasti sieltä ulos, että ei semmoista niin kuin kerralla kylmään veteen hyppäämistä. Ja olihan se nyt silleen, että totta kai mun piti muuttaa pois sen siitä Это был настоящий шок. Я собирался уходить постепенно, а не прыгать в омут с головой. Мне пришлось ехать, поскольку мой сосед по комнате являлся свидетелем. Мне дали неделю, чтобы собрать вещи. В один день я был лишен общения. У меня было 168 друзей на Фейсбуке. Через 2 недели их осталось только 52. Я сразу же потерял многих людей. Tänä päivänä uskonto liittyy elämääni oikeastaan yhdellä tavalla. В настоящее время религия является частью моей жизни только благодаря работе в службе поддержки жертв религии здесь, в Северной Финляндии. В 90-е годы в Финляндии религиозными группами подписан документ, называемый «Этические нормы религиозных общин». Если бы придерживались этих норм, мы бы не нуждались в таком количестве служб поддержки, как это. Ja jos se toteutuisi tai jos sinne allekirjoitettuja sitoumuksia noudatettaisiin, niin minä luulen, että tällaisia ryhmiä tarvittaisiin paljon vähemmän. Эти принципы соблюдаются. Вы можете покинуть свидетелей Иеговы, не ставя никого в известность. Мы предлагаем возможность поговорить. Это обязанность старейшин – помочь. Я помню, когда мы составляли эти нормы, мы обсуждали, насколько вероятно покинуть свидетелей Иеговы без каких-либо переговоров. Mä sanon vanhimmille, että mä oon hyvin masentunut ja että
Я сказала старейшинам, что подавлена и не могу заниматься этими вопросами в данный момент своей жизни. Я сказала, что плохо себя чувствую и не в состоянии начать разбираться во всем этом. Они присылали мне гнетущие сообщения и преследовали меня. После ухода я страдал от нескольких случаев тяжелой депрессии. Я считаю, что причина тех приступов депрессии в том, что потерял всех любимых мной людей, когда покинул свидетелей Иеговы. Ei siihen ole minkäänlaista syytä semmoiseen niin sanottuun vastuunkantamiseen, kun Raamatun periaatteita, jotka ovat niin hyödyllisiä. Я не думаю, что мы ответственны за это. Мы следуем библейским принципам, которые ценны и полезны. Мой лучший друг был лишен общения, когда мы учились в профессионально-техническом училище. Спустя год мы случайно встретились. Я особо не входил с ним в контакт. Позднее он сказал мне, что тот факт, что его лучший друг не разговаривал с ним так, как раньше, заставил его опомниться и вернуться к Иегове. Не из-за дружбы, а из-за веры. Niin se lopulta sai hänet sitten ajattelemaan sen, että ei kyllä mä palaan takaisin, ei tämän kaveruuden vuoksi, vaan tämän uskon vuoksi. Если свидетель Иеговы испытывает депрессию, единственный приемлемый совет для него – больше изучать Библию, сторожевую башню, делать больше в полевом служении. Ты испытываешь сильнейшее переживание, когда все люди вокруг отказываются от тебя из-за одного единственного незначительного обстоятельства. Это разрушает твое доверие к людям. Siinä vaiheessa, kun mun vanhemmat kuuli siitä, että mulle on poika tosiaan tullut, niin äiti kyllä soitteli pari kertaa, mutta ja olisi halunnut nähdä. Когда мои родители узнали, что у меня есть сын, моя мать звонила мне несколько раз. Она хотела увидеть моего сына и мою жену, но не меня. Она ясно дала знать, что не рада мне и не желает меня видеть. Это причиняет глубокую боль мне и моей жене. Мы решили не подвергать нашего ребенка воздействию подобного культа. В 2009 году я нашел службу поддержки. Прошло более 10 лет после ухода. Только тогда я осознал, что есть и другие люди со схожими обстоятельствами. Около года назад я начал психотерапию, благодаря чему стал разбираться с этими проблемами. Vähän reilu vuosi sitten aloitin psykoterapian, jossa myös pystyy erittäin hyvin käsittelemään näitä asioita. После ухода от свидетелей Иеговы моя жизнь становится все лучше и лучше. Когда я еще являлась свидетелем Иеговы, у меня были сильные приступы паники, а теперь я избавилась от них, я больше не чувствую себя так подавленно. Ja on ihmisiä, jotka nauttivat ja aidosti uskovat näihin opetuksiin. Есть люди, которые получают удовольствие и действительно верят в истину, и верят, что это во благо. Для этой маленькой группы принадлежность к свидетелям Иеговы приносит радость и выполняет ту задачу, которую должна выполнять в жизни религия. Mutta ei se niinku mitään uniikkia ole, että samanlaista yhteisöllisyyttä löytyy ihan. В этом нет ничего уникального. Подобное чувство общности можно найти в любом спортивном клубе или другой развлекательной организации. Тебе не нужен культ, подобный этому, который налагает на тебя обязательства и связывает тебе руки. Должен быть закон о том, что во имя религии делать можно, а что нельзя. Схватить пыльную старую книгу, прочитать там абзац и использовать его в качестве правового норматива, напрочь разрушая психику. Это неправильно. Но сегодня ты все еще можешь встретить это в Финляндии. Psyyke ihan täysin, niin eihän se nyt käy. Mutta niin voi nykypäivän Suomessa tehdä. Mutta se, että asioita nostetaan julkisesti keskusteluun Донести эти факты, включая темные стороны, с помощью публичного обсуждения, один из лучших способов, один из немногих методов попытаться повлиять на них. Melkein ainoita asioita, joilla siihen voidaan vaikuttaa.
Свидетели Иеговы не участвуют в выборах, поэтому я не знаю, существует ли какая-то политическая воля, чтобы начать решать эти проблемы. Mä oon niin miettinyt, että mä haluan sitten asettua jonnekin semmoiseen mieluiseen paikkaan asumaan ja olisi ihana perustaa oma yritys ja niin omistautua sitten silleen. Я хотела бы где-то обосноваться, чтобы начать свое собственное дело и посвятить этому свою жизнь. Странно думать о таких вещах, поскольку ты, как свидетель Иеговы, не думаешь на год вперед. Ты просто ждешь, когда же попадешь в рай. Все там, в раю. Это так прекрасно иметь возможность планировать свою собственную жизнь сейчас. Ajatusta vaan, että sitten joskus paratiisissa ehkä. No on tosi ihana ajatella silleen, että nyt voi niinku suunnitella sitä omaa elämää. Mä oon nyt vaan ajatellut niin, että tosiasiat täytyy hyväksyä ja niiden mukaan elää. Ты должен смотреть в лицо реальности и признавать факты. Ты не можешь убежать из этого мира в какие-то волшебные сказки. И я не думаю, что тебе это нужно. У нас есть все, что необходимо, чтобы жить счастливой жизнью уже сегодня. Нам не нужен рай. Nykyään mulla on rakas vaimo ja oma pieni poika. Сейчас у меня есть любимая жена и мой собственный маленький сын. Когда родился мой сын, я почувствовал нечто такое, чего никогда не чувствовал раньше. По крайней мере, сейчас я уверен, что независимо от того, что бы мой ребенок ни сделал, когда вырастет, я никогда бы не смог отказаться от него.